Между тем, во многих регионах России школы и детские сады закрывают на карантин. Бабушки, готовые сидеть с внуками, есть далеко не у всех. И многим родителям не с кем оставить детей дошкольного или же школьного возраста. Возможно ли получить больничный лист по карантину, узнавала Елена Бруй. Рузана и Лаура сидят дома вот уже третью неделю. Мне было плохо, я кашляю, температура была высокая. Для всех детсадовцев и школьников в Миринском районе с 1 февраля объявлен карантин. Закрытие детских садов по этой причине произошло впервые. По мониторингу было решено, принято такое решение, что детские сады закрыть на карантинные мероприятия. Карантинные мероприятия на данный момент будут продолжаться до 8 февраля. Будем надеяться, что все-таки цепочка прервется, заболеваемость начнет снижаться, и после 8-го мы будем открыты. При первых признаках гриппа необходимо сразу обратиться к врачу. Следует помнить, что осложнения могут быть серьезными. В ситуации, если у ребенка до 7 лет закрыли детский сад на карантин, родитель имеет право обратиться к врачу и взять больничный лист. Его оплата на предприятии зависит от стажа работника. Неделя у нас началась карантина. Сегодня нас выписали, а детки должны быть дома. И куда мы пойдем? На работу я не могу их с собой брать. Совершенно случайно мы в поликлинике в день выписки, нас сегодня выписали, мы узнаем, что, оказывается, на момент карантина мамочки могут брать больничный. Как любую маму, меня этот вопрос тоже интересует. Во время карантина специалисты рекомендуют оставаться дома и избегать мест большого скопления людей. Родителям большая просьба, чтобы дети были изолированы. Конечно, на улице сейчас тепло, гулять можно. Вот на улице как бы вирус, он так не распространяется, как в закрытом помещении. В том же кинотеатре, в том же ДК, это же то же самое. Все равно скученность и передача инфекции происходит моментально. Вирус, он очень быстро передается, очень быстро размножается. Поэтому возникает эпидемия. Эпидемия – это одновременно заболевает большое количество людей. Медики советуют пользоваться марлевой повязкой, дважды в сутки измерять температуру и, конечно, строго соблюдать правила личной гигиены. Все это поможет защититься от опасного вируса.